Чтение Высокие технологии оборонки – залог развития промышленного потенциала России. Об этом и о многом другом заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр обороны Сергей Иванов. Национальный интерес. Ток-шоу Дмитрия Киселева. Завтра в 19:10 на канале «Россия». Танцы со звездами 2006. Самое захватывающее, самое непредсказуемое шоу уходящего года. Решающий поединок. Кто станет королем и королевой танца? Смотрите финал! Выбираете вы. Танцы со звездами. В субботу и воскресенье на канале «Россия». Здравствуйте, вы смотрите новости. В нашем выпуске отражение главных событий дня. Бүгін сақалы тылынан маңнағы қағыттақсыбыта 15 жылын белетер өріләқ жұры кейі болды. Республика бағылғы Москваға Федерация Советин спикері Сергей Миронов күтті көрісті. Бүгін сақасының түріт аға өледен кенеге бейхіреме боланы асты. Бұл неделеға Республика президенті Вячеслав Штуров Москваға өлелер. Окурдук дойды президенті Владимир Путин салайар күттілі соқ болу сәбетін мұннағар күттінілді. Манна хукілін регион национальный күттілі соқ болутын көрілдір. Мана тағына мұннақ кәмегер регион сайдыйтын бұланын оңырығы бұхары ылынылар. Бұйлай кетігінші сәттесіл үйіз кварталығар бүтіяқтақ. Онтон хукілін регионын социально-экономическай сайдыйтынан жарықтанар қамығыяны Михаил Фродков салайыға. Оны тағына Республика президенті Газпром РАО председателін Алексей Миллер күтті көрісті. Көрсүйіге әлін Сибирге оны хукіліңе газ қостыныр сиддерін туғаға тахары вопростарын көрділер. Түмікке Газпрому оны республиканы күтті биргөлелерге, сөбіліңе білімнерге, оны либаттарғы бұхарыны ылынылар. Онтон Вячеслав Штуров Федерация Советин председателя Сергей Миронова күтті көрсүйітігер 2-тігінші сүрбе сылғадері сақасының экономическай сайдыдың туғынан программаны көрділер. Бұл прогы 2-тігінші сәттесіл 90-й егер Россия правительства мұннағар рытықтыра. Оны тағына национальный проекттар қайдақ туылан ехелерін туғынан әмек Сергей Миронова ордук женнен қачы программата интерьергетті. Онтон сақасыра Россия составығар керібді 375 сылығар бәлем қайдақ барарын кәпсеттілер. Оны республика президенті Мироновы өрілі ақтары әңі кәлін күттірігар үңірді. Онтон бүгінлерге Москваға әлбәқ нұроттағы Россияден бүтін Россия тағы мұннақ болды. Манна Федерация Советин спикері Сергей Миронов, онна арас министерствелер, бедемствелер, регионлар конфессиялары, политическай партиялар, онна общественный терелилер представителдері күттіні ұлылар. Барытақ 16 регионтан ағыз 100 бүйіғын кехекәлі. Сағыр республикатын аттан вице-президент Александр Акимов, нұроттар жыларынан жарықтанар департамент салаячыта Афанасий Микалкин, үлтімен аппаратын салаячыта Василий Ефимов, оны да аттар күтінілер. Сергей Миронов Россия күйе народ самоғылығы тұттан тұлықтақ қас бірді народ бәйбәтігер сыла сығының бігіл жасыл жақтақ бұд арас қығылғаны бары бірге бұхарықтақ бұдген әтті. Онтон республика вице-президенті тылы тетігер Федерация Советігер бүтін Россия тағы мұннаққа манны кен өйді білләқ национальный политиканы көрбіттергер мақталын білдерді. Оны арас дойды салаятчылары бұл вопросқа улақан болғымтаны урбаттар бігі национальный политика сайдергер өсі күскі өлелеқтақ бұдген әтті. Ан бастығы сақалы тыллақ қағыттақсыбытақ 15 сыллақ өбілөйінен ұхықылын округ болымочылақ бірістебетелі Камиль Исқақов, оны республика президенті сақасырын ұлықтақтырын әғаділәтілер. Республика сайдарығар қылаттырын, оны бірілінләқ үлелерін ехін ұрут үлеләбет, оны білеген үлелі сылжар жоңға мақталларын білдерділер, аяр үлелергер сетихилері бағардылар, тұсалықтылар жолы бағардылар. Онтон бүгін сақа театрығар өбілөй білетер жұры кейі болды. Ақуын 5 жылын райттығыр республикаға манчары ден себеске қағыт анбастан сақалы жылынан күнсерін көрбіді. Қағыт редакторынан классик суриятчы, ұлу поэт, драматург Анимпадис Иванович Сафронов алампа үлеләнді. Күтіге, манчары қағыт редактора сақа литературатын түріттеспіт Анимпадис Сафронов алампа сүрбе сағын белеті әйін күтті жөр емеспітер бүгігі күн солтатын үрдедер. Манчары қағыт ағаяқ сылынан ата күн бол бұда. Оны ол атын 9 сыларға дері сүк бұда. Оттан сақа середен атынан күн бүгінге дері сама әлбақ ағайчылақ сақалы дылла қағыт бұғыдынан білдер. Үйлейдәқ мұняққа правительство чилеттері, қағыт главный редакторы Наталья Харлампиева, өрсілер көлеләбіт күн бәдерәнері онына ғылжыттар күтінілер. Уаттақ сәрей кемге, бұл қағыт жону ұрықарда
Battалда hıccar canı kömüskâbi, onu hidispi, onu teriyatçı boğut, adın solun sügen, o kini istoriyatın, ulakanlık diyen bu kanyen dihreyen, gün ağırlı, sakayma süreler böyle, öğüter sanatı, cihetlerim körpüler. Артур Алексеев президент Вячеслав Штуров атыттан ағарда сұруғу өйдөвінік бәлені қағыт коллективігер тұттарда. Мантыңа қағыт бастың үліхеттерігер, бәтірәнелігер, правительство гражданская келбен үрдікін ағараларын тұттардылар, онына бачуаттағы аттары иңерділер. Сонынарғынан Татьяна Николаева, Аркадий Пудов. Россия Большой театра сақы оператын бір білдер солисткатын, Россия түйелі артыскатын Айталина Афанасьева Адамованы Римской Корсаков Царской невеста ден оператыгар Любаш ролын толырыргар. Үңірді. Айталина Адамова 5 андуйтағы конкурста лауреаттары, Чайковская адынан народтар иккерділерінағы вокалистар 12 конкурстарығар көміс метәл қағайына. Манны күрдік нағараданы СССР білдер народной артисткалары Елена Брасова, она Тамара Синявская ылары сетеспіттері. Царская невеста операға бігі бір дойдулақ бұд Айталина Савишіне 17 оперной партияны толыруға. Кененіне 1912 сыллаққа сақалартан боролу СССР народной артисткада Анегина Лина толырысыл жыбыта. Бұбырайка композитор, продюсер, сақасырын искусствотын үтеләқ дейтелі Валерий Шадрин күттіні ылыға. Опера кетенінші сәтті сыл 90 сүрбәхеттіз күнігер Москваға болуға. Соны салгыбын бүгін жүгісқайға арчы жетігер саға төріт аға өйлі ден саңа кенеге бігіреме болды. Кенегені таатты ұлығыттан түріттәқ педагогическай үлі бәтірәне үрдік категориялақ очуталын тағынан иіске наставник методист Елена Филимоновна Кузьмина Сурьян тағарды. Бүгін автор кенегетін білігінлері тария бәйті ставыт ағын мұстуы жоңға күнділәді. Бүгін бихирем көрсүхүгө Елена Кузьмина билинге олох условиятыгар үрүметтен кайдах бүлүдө астынарын кепсен ылжыттарга амсатты. Елена Кузьминаны үйөрө оту үйдахылыкка туттуока ден сүбетин ылынан тататагы ас үйөл комбината билигин үйөрө тоог үйдахылыктары атыга тахары. Кинегетигер бутуунан эмие жохуннактык суруян киллерди. Это халыгы бихи сакалар нахал багы агыбыт онон итинник ахатак бутна бихиқа испит үшөйдүк үлелен ахы бәйтигил этигер каныгар түргенник эңеринер. Онан кихи чебдик доробай болутугар улахан тухалак. Кинеге научный кабаннах рецепре булбакка сакастарын туһунан салаларынан сахаланан кийди. Сираха бурдукаха үрүңас көтөр астара диен сака төрүтахын кайдак каханарга астырга элбек тухалак сүбелер баалар. Öbürler bit ahı astır onna kahanar nimaların hüdden tirihneydik çinçen süsürbe üs istoçtikka oloğuran sürüybut onun bu beyde naучный солталағыме өледи ханыбын. Бүгін кинегені сүрәхтерге біліләқ повар Иннокентий Тарбаха фәмей ылжыттады. Онна кинеге бай исқоғындақтен сыны бұсты. Етені сақалар үйеріп бұтын умнан әрек құрдық бұт, әмтир составынан диета столуғар келдерін кеңін тарғаты қаден бәлетәді. Сонырғынан Фатима Слепцова, Аркадий Пудов. Саңа жыл болары бір неделеттен ордук кәм қалды. Россияға саңа жылы Петр Великий ұқағынан түгінші әтті үсілттан ылалар. Бұнна саңа жылы балаған игар белетілдері, онтан қарияны кергетер үгәс бұлыргыттан бар. Уру Джон Бумас үтіе тыңнақ ден итәғәлдері. Онан мағы кергетен бәйбітігер үшіге илыбыд ден өйді біл бары. Итенне кенлер білінгі құрдық оңюрынан болбаққа ябылықаннан әрияқаннан сымытынан кергетелері. Бұлыр бұлғыттан Норокқа саңа жыл кейхетін қайда көрсеғында кәлер сылонныға тарың ден итәғәл бар. Ите өйді біл бүгінгі дері қалбыт. Сылынайы жон саңа жылы ұмнылуаттық ұратытық көрсөртті бүгір сылжар. Еліңе қаландарынан үйнер сыл кығыл сибейне сылы. Онын бұйыл саңа жылы көрсөргі дизайнердер кығыл, борон, сахарқа өңнеқтан астары кетері сөбелейлер. Онтан саңа жылдағы столға үйнер сыл ұмыта ағырын сөбелер кыл болан, төхі кылларынан дәлей остол болуқтақ. Сибейне сылын көрсөр остолға көтер әтем, сибейне сөбелер аға фасол боб бар болуқтақ. Манатағынан сыл ұмытын фигуркатын эннигер кығыл терелкеға сәттер рас өңнөк чүмечи, рас улақ чашы урдаққа эхилге сыл үшігай болар. Манатағынан кәлер сылға қарчыта суық сыл жақын бағарба болақына ес бербеккенден нұруыт әтейті бар. Бұлыр жекерген барым ұстуыт саңа жыллаға столын атаған бұғынан байылары. Бұсиер үйнер сылға жекерген илләқтік жоллақтық оларылырғар тиердерден итағайлары. Саңа жыл түйін сұлыстақ болағына сайын өлгім үнләқ болар ден өйдөбіл әмие бар. Бүгінгі сонын бұғырдық салғы тылы Анна Иригна берем. Спасибо, Максим, и коротко о главном.
Президент республики Вячеслав Штыров принял участие в работе заседания Совета Безопасности при президенте России Владимире Путине. Сегодня энергетики России отмечают свой профессиональный праздник. На якутском рынке появились внедорожники новой модели компании «Иства» и марки Nissan. Президент республики Вячеслав Штыров продолжает свою работу в Москве. На этой неделе он принял участие в работе заседания Совета Безопасности при президенте России Владимире Путине, которое было посвящено вопросу обеспечения национальной безопасности России на Дальнем Востоке. В ходе заседания было принято решение разработать комплексную стратегию развития округа. Она должна быть готова к концу третьего квартала следующего года. Комиссию по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока возглавит председатель правительства Михаил Фродков. Кроме того, Вячеслав Штыров встретился с председателем РАО «Газпром» Алексеем Миллером. В ходе встречи были обсуждены вопросы по освоению газовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. По итогам совещания было принято решение подготовить и подписать специальное соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между правительством республики и «Газпромом». Также на этой неделе президент республики встретился с председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос социально-экономического развития Якутии до 2020 года. Ну, Сергей Михайлович, он, в общем-то, хорошо владеет обстановкой в регионах. Вот сейчас на Дальнем Востоке разные идут процессы. Значит, в целом Дальний Восток, в общем-то, активно развивается, но в то же время есть негативные процессы, отток населения, отставание в уровне социально-экономического развития других федеральных округов. Поэтому вот и Совет Безопасности будет на днях рассматривать ситуацию на Дальнем Востоке. И вообще, как бы в центре внимания органов государственной власти и управления, как раз вот такая тема большая у нас. Кроме того, на встрече со спикером Совета Федерации был обсужден ход реализации национальных проектов в республике. В частности, Сергея Миронова интересовало строительство жилья. Также Вячеслав Штыров официально пригласил спикера на празднование в следующем году 375-летия вхождения Якутии в состав России. В начале следующей недели глава республики примет участие в заседании наблюдательного совета компании «Алрос», а также проведет ряд встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств. Тем временем там же в Москве состоялось всероссийское совещание «Россия многонациональная», в работе которой приняли участие спикер Совета Федерации России Сергей Миронов. Республику Саха представили вице-президент Александр Акимов, руководитель Департамента по делам народов и федеративным отношениям Афанасий Мигалкин, руководитель аппарата Илтумен Василий Ефимов и другие. Сергей Миронов в своем докладе отметил, что сила России в единении народов. Нужно сохранить многообразие, которое представляет собой общность. Именно сообща всем миром можно решить проблемы. От имени Якутии выступил вице-президент республики Александр Акимов. Он поблагодарил руководство Совета Федерации за то, что на обсуждение всероссийского совещания вынесен такой серьезный вопрос, как национальная политика. По словам Александра Акимова, в этой области просто необходима четкая, продуманная, последовательная государственная политика. В ходе работы участники совещания приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится, что в основе российской государственности всегда были и остаются неизменными принципы равноправия и самоопределения народов. Сегодня энергетики России отмечают свой профессиональный праздник. Он празднуется с 1966 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР. Работников энергетической отрасли с их профессиональным днем поздравил премьер Егор Борисов. В своем письме он обозначил, что энергетика – отрасль, составляющая одну из важнейших основ промышленности Якутии. Примечательно, что свой профессиональный праздник энергетики отмечают в один из самых коротких световых дней в году. Не стал исключением и город Нерюнгри. А здесь прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика, которое стало последним праздником коллективов Нерюнгринской ГРЭС и южно-якутских электрических сетей под крылом акционерной компании «Якутскэнерго». Дело в том, что с 1 января наступающего года предприятие переходит в структуру Дальневосточной энергетической компании. Хотя, конечно, как жизнь там повернется, может быть, еще придется вместе и дальше работать. Но нам очень бы хотелось поблагодарить коллективы этих двух предприятий за вот эту совместную работу практически в течение с южно-якутскими сетями, с Чульманской, ГРЭС, теперь ТЭЦ, практически в течение 45 лет, с Нерюнгринской ГРЭС чуть-чуть поменьше. Выразить самую искреннюю глубокую благодарность всем тем, с кем мы прошли все вот эти годы. Такое решение было принято правительством России с целью расширения возможностей рынка электрической энергии и развития экономики страны в целом. Объединение позволит вывести энергетиков Якутии на международный рынок. К примеру, энергоносители Китая сегодня требуют дополнительных мощностей. Именно из Дальнего Востока электроэнергия будет экспортироваться в страны Азиатского Тихоокеанского региона.
Сегодня в Якутске проходит юбилейное мероприятие, посвященное 175-летию кооперации России. В Якутии она начала свое развитие в XIX веке. Особое внимание этому движению было уделено в 1917 году. В 80-е годы советского периода была принята продовольственная программа, в реализацию которой существенный вклад внесли кооперативы республики. В рамках программы введены в строй современные цеха по переработке местного сырья, возведены универсальные приемные заготовительные пункты. В эти годы кооперация переживает второе рождение, только им удается работать в отдаленных арктических районах и обеспечивать товарами первой необходимости жителей отдаленных улусов. Сегодня труженикам якутской кооперации были вручены высокие государственные награды. Еще в конце 2003 года по поручению президента Республики Вячеслава Штырова было издано распоряжение правительства о производстве биологически активных пищевых добавок и других препаратов на основе переработки продукции оленеводства. Сегодня в Якутске состоялось долгожданное событие. Был торжественно открыт цех по производству пищевых добавок. На презентации первой продукции побывала и наш корреспондент Лидина Соловьева. Уникальные пищевые добавки выпустила национальная акционерная оленеводческая компания «Таба». Биологически активные добавки, изготовленные из пантов северного оленя с добавлением витаминного комплекса, способны нормализовать и стимулировать жизненно важные физиологические функции человека. Разрабатываются и другие рецепты для приготовления БАДов. Еще, значит, скраб лечический, да? И омолаживающий крем на основе пантов, еще других органов оленя. У оленя хороших органов много. Проведена большая работа по реконструкции здания. Завезено и смонтировано современное оборудование, обучены кадры. Сейчас уже сформированный трудовой коллектив производит первые препараты. Здесь панты проходят несколько этапов разработки. Первое самое, мы взвешиваем и начинаем резать на электропиле. Для хозяйственной поддержки оленеводческих хозяйств и производства качественного сырья компанией разработано положение о специализированных пантовых стадах и заключены с ними договоры. Каждый оленевод, который работает в созданных оленеводческих стадах, а мы создаем специализированные пантово-донорские стада, пантовые стада, и они будут зарабатывать еще на этом дополнительный доход. Пантовые олени стада уже сформированы и работают в ряде улусов. Организована сеть заготовки пантов, бойрогов, оленей и лосей. Подобные специализированные стада будут созданы и в других оленеводческих улусах. Таким образом, производство БАДов станет одним из доходных направлений развития оленеводства в республике. Лидина Соловьева, Николай Необутов. Новости республиканского телевидения. И последнее. На автомобильном рынке республики появляются внедорожники новой модели. Компания СТВ холдинга «Колми» начала продажу автомобильных гигантов марки Nissan. Машины выпущены в Японии и на практике подтвердили репутацию одних из самых надежных и выносливых автомобилей. Так это или нет, узнавал наш корреспондент Алексей Соколов. Премьера на рынке Якутии. Полноразмерный люксовый внедорожник Nissan Patrol. Мощные рамы и неразъемные мосты. К эксплуатации в условиях холодов и бездорожья годен. Эта машина построена с использованием мостов спереди и сзади, что для республики крайне важно, потому что не будут лопаться пыльники там и так далее. И эта ходовая часть, она доказала за десятилетия использования в республике и во всем мире, как крайне надежная и выносливая. Мужество, элегантный внешний вид и салон на 7 мест. Главная выносливость и надежность. Немаловажное преимущество – тяговитый дизель и в то же время экономичный 3-литровый объем. Этот внедорожник, как нам кажется, сохраняет грамотный баланс между надежностью и выносливостью по ходовой части и комфортабельностью и, скажем, люксовостью по комфорту для пассажиров, для водителя и так далее. То есть здесь очень грамотный баланс. Дизайн интерьера выполнен так, чтобы водители и пассажиры не утомились в долгой дороге. Здесь все под рукой. И коробка передач, и магнитола, и блок управления микроклиматом. Дилер, в свою очередь, обеспечит гарантийное и постгарантийное обслуживание на месте эксплуатации автомобиля. Алексей Соколов, Степан Посельский, Аркадий Пудов. Новости республиканского телевидения. И на этом все. Приятных вам выходных дней. Действительно новогодние, до 50% скидки на мебель в торговом доме СИС. Спешите, Глухой переулок 2/1, телефон 33 59 67. Скоро Новый год, он к нам вовремя придет. Прогуляемся немножко, в гости мы пойдем к Антошке. Здесь игрушки дружно в ряд, с нетерпением ждут ребят. Сеть детских магазинов «Антошка» предлагает грандиозный выбор игр и игрушек, карнавальных костюмов и отличное настроение в подарок.
Женская одежда торговой марки «Зарина» в магазине «Северина». По новому адресу Пояркова, 6, торговый центр «Рио», 2 этаж. Компания «Туяра» приглашает посетить вновь открывшийся центр красоты и фраше. Вас ждут новогодние подарки и праздничные скидки. В отделе товаров для дома все, что нужно для уюта и чистоты. Компания «Туяра» приглашает на счастливый шопинг. Костюм Ван Клифф. И ваше появление оживляет даже самую скучную аудиторию. Костюм Ван Клифф. И встреча с вами поднимает настроение вашим друзьям. Костюм Ван Клифф. И вас легко принимают в незнакомой компании. Ван Клифф. Династия вкуса. Внимание! В фирменном магазине Ван Клифф поступление новой коллекции. Аммосова, 6, дом торговли, 4 этаж. Мисс Якутия 2006 стала Сардана Сыромятникова. Образ декабря от Харчаны. Весь декабрь каждому покупателю сертифицированный бриллиант. Мебель для детей и подростков. Яркая, красивая, функциональная. Сделайте жизнь своих детей ярче. Только в торговом доме СИС. Глухой переулок 2/1. Телефон 33 59 67. Срок размещения минимальная сумма вклада 3000 рублей. Минимальная выгода ежемесячно. Мы открываем новогоднее представление. Праздничные проценты от Азиатско-Тихоокеанского банка. Вклад 13,6% в год. Ваш праздник, ваш банк. Магазин «Золотой ключик» поздравляет с наступающим Новым годом и предлагает подарочные наборы на любой вкус. Комплектация и выбор подарочной упаковки по желанию заказчика. Конфеты от знаменитых производителей. Автодорожная 7, телефон 35 76 80. Как увеличить деньги будущего? Только путем управления. Один раз в год? Нет, не цветы цветут. А один раз в год у вас есть право перевода накопительной части пенсии. Из фонда в фонд. Из фонда в фонд. До конца года осталось совсем немного. Негосударственный пенсионный фонд РЛ. Размер денег будущего вас обрадует. Звоните сегодня. Телефоны 42 38 18 44 45 79. Новая акция от Азиатско-Тихоокеанского банка. Каждый клиент, оформивший любой срочный вклад на сумму более 10 тысяч рублей, либо более $300 или евро, получает подарок к Новому году. Коробку конфет к праздничному столу. Внимание! Количество подарков не ограничено. Встречай Новый год с Азиатско-Тихоокеанским банком. Компания «Небо в алмазах», официальный дилер пиротехнических изделий «Русский фейерверк», предлагает сделать вашу новогоднюю ночь яркой, незабываемой, сказочной. Телефон 700 115. Продолжается подписка на журнал «Баянай». Журнал «Баянай» – лучший подарок для настоящих мужчин. Баянай-центр приглашает любителей активного отдыха в свои магазины. Вооружись к Новому году по выгодным ценам. Страховая группа «Уралсиб», крупнейшая компания на российском финансовом рынке, предлагает физическим и юридическим лицам все виды страхования, доступные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту, быстрое оформление и гарантия страховых выплат. Страхование – это просто, и вы под надежной защитой. Наш адрес: Якутск, Дзержинского, 23, телефон 22 64 78. Взорвать снежные просторы. Лететь в погоне за удачей.
Снегоходы «Скиду» и «Линкс» в магазине «Мир охоты и рыбалки» на Чернышевского 107 35 80 18. С 23 декабря по 15 января новогодние приключения зачарованных в цирке. Только у нас пещера ужасов, веселые игры, трюки, конкурсы, сюрпризы и многое другое.